Телеграм-канал Соловьев рад приветствовать телеграм-канал «Доктор Мясников», потому что Александр Леонидович наконец осуществил мечту, оказался в Чечне и понял, что ему нравится в Чечне все, кроме одного – они не пьют. А так бы, Ну, я ты, так в понимаю, общем-то, ты бы там в остался жить. трех словах, так сказать, все его впечатления рассказал. Да, действительно не пьют, причем, я думаю, декларируется, а на самом деле нет, не пьют. Так что, кто хочет, так сказать, на детокс, добро пожаловать в Грозный. Это правда. Насколько Это там... правда. Скажи, как тебе... Вот свои ощущения расскажи. Ты же у нас человек много повидавший, много путешествующий. Не ждал, что такая жемчужина в России есть? Понимаешь, в чем дело? У меня, как и у всех, жила в голове вот этот стереотип. Чечня, горцы, опасность, война, недружелюбие и так далее. Это показалось полной чушью. Но я видел, конечно, фотографии Грозного и сравнивал их с тем, что было. Но все равно фотография, а вот эти многолетние ощущения, мы же, в общем-то, сколько на этом жили, все равно было. И, конечно, когда я увидел город, ну, во-первых, я поставил себе задачу найти бумажку. Я не нашел бумажку нигде, ни в центре, ни не в центре. Я смотрел около урн. Чистота умопомрачительная, вот реально умопомрачительная. Отстроенные новые дома. Полная. Они машины не закрывают. Они реально не запирают машины. Они говорят, знаете, у нас было вот за последние там 3 года, 2 угона, но Рамзан выступил, сказал, что вам дается 3 дня, потому что иначе найду сам. И, ну, в общем, вернули на второй день все машины, больше угонов нет. Эффективно. Вот. Но, так сказать, помимо... Я же еще поехал по приглашению Минздрава, я удивлен с медициной. Понимаете, они... Ну, я понимаю, можем восстановить, они восстановили больницы, они накупили оборудование. Они как решили вопрос... А я сейчас буду показывать твои фотографии оттуда. Ты рассказывай. Они решили, что... Как решили они вопрос с нехваткой кадров? Они всех, кто... Я не очень понял, на каком правовом основании, потому что смысл такой. Кто уезжает в ординатуру, он заканчивает институт в Грозном, потом уезжает в ординатуру, и он подписывает бумагу, что он либо вернется на работу на 3 года, либо заплатит 3 миллиона рублей. Ну, как компенсацию того, что республика тебя учила. И я спросил, хорошо, а как? А если они пошлют вас на 3 буквы? Министр так как-то растерянно на меня посмотрел, сказал, ну, у нас, говорит, такое не принято. И я понял, что да, наверное, правда не принято. На самом деле, уважение к старшим – это вообще потрясающе. И мы вот уже в аэропорту провожающий, ну, человек не то что в возрасте, ну, с седыми волосами, и молодой парнишка 17-летний, он берет бутылку воды и спрашивает меня, сопровождающий на чеченском, вы будете воду? Он говорит, нет, спасибо, только после этого он пьет сам. Я говорю, вы что, знакомы? Он говорит, нет, у нас просто, ну, он должен предложить старшему вокруг себя, а если нет, только тогда делать. Это чувствуется во всех проявлениях. И меня удивило, там стоит завод по производству стентов, которые мы применяем при инфарктах миокарда, вставляем это очень высокотехнологическое производство. И там открыл один индус, Раджив, но вот он просто, ну, он учился у нас, он 30 лет живет в России, он просто рассказывал, как он носился с этой идеей построить этот завод в России. Говорит, приехал, ну, условно, там, какую-то сибирскую губернию, область. Пошел к губернатору, он говорит, да, не вопрос, мы все сделаем с распростертыми объятиями. Но вечером его чиновник говорит, вы знаете, мы сейчас под это финансирование, а ты нам это самое. Он в другую область. Опять встречается с губернатором. Губернатор говорит, не вопрос, мы заинтересованы вот с моими министрами все утрясти. Встречается с министрами, опять финансирование, процент туда-сюда. И вот он говорит, мне сказали, ты езжай в Чечню. А я, говорит, посмотрел, я также, говорит, развалено, все, какая Чечня. Потом поехал. Встретился с Рамзаном. Рамзан говорит, я заинтересован, делай.
встретиться со своими чиновниками. Я, говорит, мне уже лицо вытянулся, я пошел к чиновникам. Они говорят, когда начинаем? Все, говорит, с меня требуют только одно, рабочие места, налоги. Вот не поверишь, ни откатов, ни нажима, ничего. Ну, вот это, наверное, сегодняшний... Понимаешь, я вот посмотрел, поговорил с Рамзаном, слушай, человек реально болеет тем, что он хочет что-то сделать, построить. И он строит. Он строит, он лично до 3 ночи всех, ну, там, понимаешь, там нет этой бюрократической проволочки. Я разговаривал с охранниками, там, ну, помог там жене охранника, и вот он говорит, если он узнает, он категорически нам запретил перекрывать движение, ограничивать вход в магазин, если это магазин, потому что он сказал, вот вы можете делать это тайно от меня, узнаю, говорит, вам будет плохо. Ну, а Рамзан зря не скажет, да. Поэтому это чувствуется. Я нашел формулу благополучия России. Надо в каждой губернию поставить губернатором Рамзана Кадырова. И все. И все будет. В Москве оставь Собянина. Ну, в Москве оставим Собянина. Нет, ну знаешь, мне нравится. Еще мне понравилось, конечно, это очень важно, когда люди понимают, что за ними управление, когда это неформально, а когда это все отслеживается, и, знаешь, у них они получают удовольствие от того, что они делают. Они строят, они восстанавливают, и это у них получается очень хорошо. И вот этот общий такой-то энтузиазм, что, как сказать, я давно не видел людей, которые вот с энтузиазмом что-то делают. Вот все как-то уже зарплата, обязанность, а у этих глаза горят. Я приезжаю в больницу, молодые ребята. Там всем ребятам, там зав. Отделения, там 25 лет. Это все ребята после ординатуры. Кто-то там, я нашел там русского парня, он приехал из Саратова. Такой, я говорю, я бы тебя украл, точно, вот была бы гонение, у нас охраняемая персона. Но потому что из него энергия прет, Ну, ты понимаешь? нашел страдающих чеченских геев, пытки, запуганных людей на улице, угнетенных женщин? Ну, вот как? Вот все, что пишет «Новая газета», ты почувствовал? Это даже... А почему их не взять и туда не отвезти? Вот просто. Ну, я понимаю, что не для этого делают, но я, кстати, говорил, и у них отчество не принято, поэтому не так говорит Рамзан, как мне неудобно без отчества. Но я говорю, понимаете, у вас, в общем-то, есть совершенно нереализованный потенциал какой. Но если даже если мой сын говорит мне, когда я уезжаю в Чечню, папа, там осторожнее, значит, есть у всех вот этот стереотип, на котором та же «Новая газета» пытается паразитировать, да? Она ведь паразитирует на стереотипе, на этом. Вот, чеченцы такие воинственные, вот у них там, что там у них там, что написал, я сам не читал. Вот они на этом паразитируют. А если бы люди видели, там надо развивать туризм. Правда, туристов так очень много, там реально стало много туристов, но надо больше. Более того, надо устраивать какие-то, может быть, детские лагеря. Надо, чтобы больше людей проходило через Чечню, видело не просто, что там мир, а посмотрела, как можно и нужно. Потому что ведь я же был не просто, я успел за эти 2 дня и в Гудермес съездить, в областную больницу, и в другие больницы. Ну, это же, реально, это за очень короткий срок. И эта чистота на улице убивающая, то, что... А как с едой? Есть приходится много, обильно. Немножко странно великолепный нежнейший шашлык запивать соком или компотом. Но, ты знаешь, я на 3-й день привык. То есть еда вкусная? Еда вкусная, еда. Кстати, между прочим, там не так много мучного. Овощи, фрукты, баранина, форель. Вот, еда вкусная. Люди очень гостеприимные. Но, кстати, без навязчивости. Вот что интересно. Они видят, что я так как раз и голову немножко преклонил. Все, гость устал, пожалуйста, идите. Но еще раз, мне что еще нравится, они соблюдают правила движения. Вот за 3 дня я спрашиваю там у человека, который возил, который мог бы... Ну, ты в спортзал-то пошел? Ты знаешь, я пошел, во-первых, при гостинице спортзал такой, как обычно при гостинице, тренажеры, штанги любые. Я позанимался, но мне Рамзан Ахматович обещал, что со мной потренируется, поэтому я так легонечко думал, на следующий день пойду тренироваться. Но, к сожалению, не сложилось у него, он там открывал мероприятие. Но я забил тренировку с ним, я поеду. 2 часа лететь, я на тренировку к нему поеду.